الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر То, что в горах аварцы нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимается в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ним тусуются, и ваши семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Ты готов говорить обо всем прямо, недвусмысленно, в лоб? Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть 2 гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой, будет иншаллах, машаллах говорит, но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками, сегодня они законченные заднеприводные. Чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играет в этом? Это положение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены есть. Мождовал Нохчикан. Бела. Мерша долж. Арда Харлойл Васила долж Нохчикоми. Маршал Дохуча Вайладуан Болчер. Ладуш Болчерде. Кида Вайлдуан Болчер. Маршалиц Нохчикоми. Низ эфир. Ирюкой. Дал Яхиберт Гейлом Массера. Мождовал Нохчикан.
Приходите, свободными поднимайтесь. Будем говорить о насущном. А сейчас у нас прозвучала композиция Брайана Адамса «Рай, Heaven», про любовь. Я ищу смысл в отвлеченных вещах, продолжаю портить свою жизнь, думая, что всякое бывает. Каждый раз, когда я моргаю, жизнь проходит. Это слова из песни. Да, как прекрасны эти чувства любви в разных его формах. Есть ли любовь в этой жизни? Что движет нами, джихадистами? Есть тут джихадисты? Поднимайтесь, что вами движет? Любовь или ненависть? В какой форме? Философский вопрос и подход, но, к сожалению, вам философия не знакома. Вам знакомо только насилие, ложь и трусость. Есть тут гости, кто сможет побеседовать о насущном, о вечном. Великолепный тоже исполнитель Лионел Ричи. Спасибо, Артерий. Так, давайте искать джихадистов, будем их поднимать. Есть тут джихадисты? Так, кто это такой? Дядюшка Мо. Дядюшка Мо. Абу Кирилл присоединился. О, наш Абу Кирилл. Гроза всех правоверных и левоверных. Абу Кирилл, гроза всех правоверных, левоверных и всех верных и неверных. Поднимайтесь, джихадисты и большие, и маленькие, ждем вас. Где мусульмане? Есть тут мусульмане? Только что был в гостях у нескольких мусульман. Столько я начинаю говорить им, я приветствую их, только я начинаю говорить: приветствую вас, джихадисты. Они меня сразу блокируют. Сразу. Не хотят общаться, не знаю почему. Они же должны призывать к исламу. Не хотят вообще говорить ни на какую тему. Ни про ислам, ни о вечном, ни о насущном. Не хотят. На намазе, да, стоят раком, но что-то даже не хотят обсуждать вопросы намаза. Так. Есть тут джихадисты. И большие, и малые. Поднимайтесь. Никакой научной точки зрения о Боге нету, не существует, потому что все, что выдумано... Вообще, все религии, они выдуманы человеком, человечеством. Лично, если вы меня спрашиваете, я не отнимаю право людей верить во что-то. Я говорю, верьте, но не причиняйте зло людям. Но ислам надо запретить на законодательном уровне, и Коран тоже, на самом деле. Это человеконенавистническая, исламофашистская секта одного араба-бедуина, который уничтожает человечество. Особенно большой урон наносит чеченцам с помощью русни. К сожалению, это факт, и никто не сможет это отрицать. А их братья-арабы являются их инструментом. Это одно. А насчет Бога. Честный, прямой вопрос, такой же короткий честный ответ. Бога нету. Все выдумки человека. Человек должен придерживаться каких взглядов? Ты знаешь, есть знание или нет? Вера — это уже совсем другое. Это чтобы успокоить свою душу и объяснить свои страхи, внутренние и внешние, чтобы придать им какую-то основу. Если ты что-то не знаешь, обычно незнание провоцирует страх. Если страх, ты должен его чем-то объяснить, успокоить, притушить, заглушить и дать ему какое-то объяснение. И поэтому люди придумывают всяких богов, всяких там сказочных персонажей. Ну, как дети. Поэтому Бога нет. Это мое просто убеждение. И чем больше вы начинаете познавать эту жизнь, у вас есть знания. Поэтому образовывайтесь, пытайтесь познать побольше знаний, не закрывайтесь, потому что жизненный путь — это вечная образовательная процедура. Жизнь — это познавание, учеба. Каждый день ты должен что-то познавать, что-то прочитать, узнать.
сверить, проверить. Твой мозг должен работать. Для того он и дан тебе мозг, чтобы он работал, а не просто сидеть и бить, как говорится, баклуши, щелкать семечки, пить пиво, чесать пузо и зад, и стоять раком всю свою жизнь. С нами Лазик. Лазик, вы будете подниматься? Поднимайтесь, пожалуйста, я вас умоляю. Без вас мне очень тяжело. Без своего брата мне очень тяжело. Я просто не могу. Я чувствую себя некомфортно, неуверенно и, к сожалению, очень сыро. Понимаете? Мне очень плохо. Пожалуйста, поднимайтесь. Лазик, вы будете подниматься? Я вас прошу, поднимайтесь, Лазик. Так, кто там у нас? Мне передумать, Лазик, елки-палки, после всех Все, твоих... молчу. Да. Что, как дела у тебя? Говорите, Лазик, вам слово. У вас есть возможность сейчас высказаться. А то, когда вы начинаете говорить, вас кто-то перебивает. И вас это очень сильно задевает. Вам не нравится? Пожалуйста, я вас умоляю. Вот все, что у вас есть сказать сейчас, вот накопилось, прошу вот эти, соберитесь с мыслями и как дайте вот. Дайте людям знания. Ну, что, Поделитесь, пожалуйста. ну, что, 12 часов ночи, честно. Я уже все высказал, ты просто опоздал. Ты опоздал, был раньше. У вас уже 12 часов ночи? Ах, вот Да, мало какой что 12 часов сорванец. ночи, я уже 5 часов как высказываюсь. И, кстати, мало кто перебивал, я тебе скажу. Да. Тут Да. нам пишет Артерий, он говорит, религия – это способ объяснить все, не узнавая ничего. Совершенно верно, да, в принципе, вы правы. Вы коротко, ясно дали определение всему этому заблуждению. Лазик, а вот вы сегодня питались? Что вы ели сегодня? Что я сегодня делал? Ели, кушать, питались. Я ел сегодня... Ну, это хинкал наш. Ну, мы чуть по-другому делали. С черемши, Да кстати. вы что, И ингар хинкалики? еще кушал я. А как у вас там вообще ситуация? Мирная, нормально все? У нас в Израиле, ну, такое, да, состояние, как бы, такое не совсем... Состояние, как бы, Не состояние, преддверии, какое-то. да? Ну, как преддверие, опять же, да. Но я не вижу, что что-то будет. Мне кажется, что с Божьей помощью все будет тихо, спокойно. Ну, и опять же, на какое-то определенное время, да. Ты же знаешь, где мы проживаем. Ну, мир будет по-любому, Израиль победит. Я уверен. У меня нет ни капельки сомнений. Израиль побеждает постоянно. Это не Постоянно. Евреи, их просто невозможно понять. Невозможно. Евреи это Израиль просто побеждает. великая, могучая нация. Да. Это я не просто, это я не льщу, не сарказм, не ирония, это на самом деле это правда. Не, Я ну, очень серьезно. как нация, опять же, еще раз. Мы нация, которая прошла очень много каких-то вещей таких, да, которые, скажем так, закалилась. Закаленная нация. Мы это самая закаленная нация. Это другой разговор. Все. Молодцы. Евреи, я у них всю жизнь учусь всему. Просто обожаю евреев. Очень умные, очень хитрые. Очень умные. Кого столько убивали и в конце выжил. Да. Только евреи. Если взять всю историю, как бы, да, с тех народов, которые остались, вот проживают сегодня, по сегодняшний день на этой земле. Ну, прям так исторически. А вот, Лазик, можно вам вопрос задать такой, знаете, такого? Вроде бы личный, но общего характера. Вот у вас какие вообще интересы в жизни? Что вы любите? Семечки щелкать или ходить на охоту? Ну, на охоту точно нет. Семечки щелкать тоже так сильно не увлекаюсь этим. С семьей посидеть. Ну, пикник такой. На рыбалку тоже не люблю, я не рыбак. Это именно отдых с семьей. С друзьями в свое время. Опять же, у меня увлечения мои как бы проходят у меня с возрастом, скажем так. Какие-то увлечения заканчиваются. Вы хотите сказать, чем что вы в взрослее, возрасте? новые увлечения появляются. Вы хотите сказать, что уже вы в возрасте, Лазик? Ну, от вас как-то Нет, это звучит. нет. Я сказал, что увлечения меняются с возрастом. Все. Это две большие разницы. Все. Все понятно. Да, каждый возраст Кстати, свое обращаемся увлечение. к нашим слушателям. Джихадисты, поднимайтесь, ждем вас. Да. Да, продолжайте, Лазик. Ну, все, в принципе, я ответил на этот вопрос. Понятно. А вот у вас ценность, вообще какое у вас жизненное кредо? Жить только для себя? Или жить, живя для себя и жить для своего общества, для своей нации, страны? Или вы космополит? Кто вы?
Ну, смотри, я очень сильно привязан корнями, как бы, как корнями, да. Я родом, допустим, с Кавказа, да, я родился там в Нальчике, но при всем при этом я, когда приехал сюда ребенком в Израиль, мне было 9 лет, ну, мне исполнилось 9 через месяц. И все, я очень сильно привязан к этой земле, как бы, к своему К идеям дому. джихада вы не привязаны? К идее джихада, когда ты проповедуешь вот так вот джихада, а я к тебе хорошо Ага, отношусь, как бы, да, то ага, мне иногда ага, как бы какая-то там тут мысля ага, ага, выпрыгивает ага. от джихада. Лазик, 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 Но пожалуйста, это объявите джихад. только чтобы тебе вернуть Объявите, обратно пожалуйста, сейчас землю. джихад. Я вас умоляю. Так что Лазик, это... прошу вас. Я Я вас максимум, умоляю. если я пойду на Объявите джихад, это всемирный чтобы тебя вернуть джихад. домой обратно, как бы сказать, тормози, стоп, не иди туда, иди сюда, скажу тебе. Лазик, остановись, не объявляй джихад, да? Не, я тебе говорю. Это же твой этот, как это говорится, как этот фильм назывался? Где у него там было, в нем 2-3 человека. Даже не 2-3 человека, там зверь у него был какой-то, знаешь, просыпался такой. И все, когда ты этот мана кричит на джихад, так мне хочется Да, да, вернуть да. обратно домой, как бы, да, все. Джихадисты везде. А Да, вот смотрите, вот вы занимаетесь вот именно, когда вы вот живете свой жизненный путь, вы проходите, вы кушаете вообще, как бы, вообще вы акцентируете свое внимание на продуктах, ну, как бы стараетесь как-то питаться здоровым питанием, или вы просто едите все, что... Мясо, я без Ага, все, мяса. вы мясоед. Я Ага, без да. мяса не могу. Если я мясо не поел, как бы, да, Мясоед. я не поел, да. Значит, с полной уверенностью можно вас назвать мясоедом, да? Я мясоед, вот Чего? прям, я А вот шашлыки, вот это гордый вам знакомо? мясоед. Любите вообще? Ну, как бы еще раз, да, я вот без этого не могу вообще. А вы знаете, что если на самом деле вот шашлыки, вот в чистой форме, как бы, они не дают толстеть. Вот если хлеб там кушать, как это за дрожжи, чтобы не было. А так мясо, вот это вот копченое, ну, шашлычок такой сочный, с лучком, с овощами, там, баклажанчики, там, чуть-чуть картошечка. О, как вкусно. Очень хорошо. С болгарским перчиком. Даже вот это мне нравится. Ну, еще халяльные, там, я не знаю, там, 50 грамм. Халялька, не халялька. Вообще, виски в 50 жизни грамм. все халяль. Смотри, как мы относимся. Да, согласен, честно согласен. У меня вот дома, допустим, ну, я живу тут на 8 этаже. Мангальчик – это пикник, там возле моря, у меня недалеко море от дома. С семьей, когда собираемся, пикничок. А так дома у меня постоянно вот ниндзя, знаешь, такой с аппарат. Стейк взял себе, пожарил, там, не знаю, то это. Постоянно как бы мясо присутствует каждый день, нет такого без мяса. Понятно. Лазик, вот вы очень хороший парень. Я чувствую у вас какую-то внутреннюю чистоту, доброту, благородство, честность. У вас есть какие-то все-таки качества честного, порядочного человека. Ну, спасибо. Поэтому, Лазик, вот вам, чисто вот вам, я серьезно говорю, вам посвящается одному единственному и в вашем лице всем хорошим людям, таким как вы, а также нехорошим. Нехорошим тоже людям, чтобы они все-таки в конце концов стали хорошими. Музыкальная композиция, добрая, честная, человеческая, о самом насущном. Смотрите, вот чисто прослушайте, а потом вы скажете, что вы прочувствовали в ходе прослушивания этой музыкальной композиции. Добрый город. Спасибо. Спасибо. Но это вот, то, что каждый хороший человек, ну, нормальный человек, хочет, желает в этой жизни, да. Всё. Вы думаете, хорошие люди желают и думают о Самый хороших, добрых нормальный, даже, городах? тут дело даже не хороший, самый нормальный, ну, как каждый нормальный человек должен желать этого. А почему тогда разрушаются города? Ну, потому что не все этого хотят. А. Жить по-другому. Вот эту песню, если кто-нибудь прослушает, он скажет, да, хорошая песня, смысловая, подходит для любого. Но каким-то чудесным образом эти добрые города рушатся, бомбятся, разрушаются, ломаются судьбу жизни. Жизнь проходит, а жизнь она такая короткая. Не, ну в этой К песне он сожалению. больше рассказал то, что вот, как бы он говорит, вот я не хочу того, что сейчас происходит. Ну, как я это понял. Я хочу жить там, где вот этого всего не происходит.
Хорошо. Вы всегда найдете объяснение. Все-таки вы очень интересный собеседник. Лазик. Спасибо, спасибо. Спасибо Вот тебе вы уже большое. готовитесь к отдыху? Вообще, вы Ну, я, у в вас принципе, уже отдыхаю, я такой, как бы, на полуфабрикат сейчас. ваша профессиональная деятельность предусматривает работу днем, дневные часы? Моя профессиональная деятельность вообще не предусматривает ничего. Я работаю чего? 24/7, скажем. О, вы свободный человек. Когда я дома, моя голова тоже на работе. Ох, 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 ох. Сильно, сильно. Вы нас заинтриговали. Чтобы ты понимал, что я таки в ТикТок попал, как бы, да, чтобы Не, заняться ну, тупой понятно, работой. да. Это чтобы развеяться, да, вы тут в Ну, ТикТоке? это как бы так, я себя закрыл. Да. Как бы, ну, у меня не получалось, когда я в ТикТоке не сидел, я не знал, что эти эфиры происходят. Это было год назад. И у меня чуть-чуть работа пошла под откос. И я решил, как бы, ну, думаю, да, дома посижу немножко. И узнал, что в ТикТоке есть эфиры. И все, как бы. А вот когда дома сидим, кто будет нас кормить? Вот как заработать на кусочек хлеба? Шашлычком. Нет, я не сижу дома. Не, я не говорю про вас. Именно вы не понимаете все это вообще в если ты общем. имеешь дома сидеть, Да. как бы зарабатывать деньги, ну, я не знаю, если знал бы, наверное, зарабатывал как-то. Есть такие, допустим, здесь, вот как я вижу, разные там пропагандисты и так далее. Скорее всего, получают за это деньги, которые сидят здесь 24/7 и с утра с 2 хрень, допустим. А вот для вас чисто Твои земляки есть такие, вот я знаю твои. вопрос. Вот вы слово сказали, пропагандист. А вот для вас какая разница? Есть ли грань там тонкая или вообще разница между пропагандистом и донесением информации, информированием? Ну, донесение информации – это какая-то информация, да, вот, которую ты видишь глазами, которую ты получаешь, это достоверный источник и так далее. А пропаганда – это когда тебе платят за это, вот какой-то человек конкретный, он хочет, чтобы ты это разнес дальше. Это называется пропаганда. И потому что ему так захотелось, как бы. Это две разные вещи. Понятно. Ну, как Очень я это интересная вижу. мысль. Красиво все-таки. Пропаганда и информация – это две разные вещи. Пропаганда – это когда вам платят, вы загоняете какую-то информацию, полезную или не полезную. Как бы ложную, скажем так, да, это ложная информация. Ну, а это тоже информация, но ложная информация. А когда ты информируешь, допустим, были же такие журналисты, допустим, даже, и у вас в Чечне они были. Политковская Да? была такая. Да? Политковская, вы думаете, это хороший человек? Политковская была хороший человек. Мгм. Политковская была. Но было очень много журналистов, сейчас не будем перечислять. Это А в каком информационном поле и правовом поле она освещала события тогда? Она, ну как в правовом, она, во-первых, она, по-моему, кроме того, что она была журналистом, она была защитник прав каких-то. Ну, короче, неважно, я сейчас, видишь, мне тяжело выговорить. Ну, неважно. Она вот конкретно боролась. Она конкретно боролась. Обожаю вас, Владимир, обожаю. Она Не, серьезно, вы конкретно- такой очень интересный собеседник, я просто обожаю вас. Она выбрала, допустим, вот конкретно ваш народ на тот момент, ну, вот как раз в Чечне то, что происходило тогда. Она выбрала вас, как бы, и она вот прям, она болела этой темой, да. Она видела, что там происходит, она там была согласна с несправедливостью, что происходит, и она несла информацию. Ей не платили, ее не просили. Она вот жила этим, да. Вот это донесение информации. И бедная умерла после этого. Ну, как бы из-за этого умерла, получается, ее убили за это. Понятно. Но она никогда не говорила и не давала права чешскому народу и нации, и государству иметь свою самостоятельную, суверенную судьбу, независимость. Она все делала в правом российском, русском правовом поле. Я помню, я сейчас понял, о чем ты говоришь. Я помню. Да. Она для меня не является никаким героем, абсолютно. Я понял, что Но как человек, как женщина, я ее уважаю. Но как политический там какой-то деятель, правовой деятель, видишь, правозащитник, она для меня никто. рассказывала, что у вас там происходит. Она Потому что рассказывала то, что ей говорили рассказывать. Ну, а то, что она там Да, Кадырова конечно. там перла. Это мелочь. Я это мелочь. еще раз, смотри. Где их газета? Все ФСБшники. И она тоже была ФСБшницей. Вот так Она... Не, я серьезно говорю, я никого не хочу обидеть. Но она все, что делала, все было в правом российском поле. Она ездила через российские спецслужбы, заходила, там, брала все эти свои показания, интервью, печатала в «Новой газете». Мы знаем, кто такой Мурат. Мурат.
Видишь, Фамилию ты забыл. даешь до меня какую-то информацию, которую я не знаю. Я абсолютно очень хорошо осведомлен во всем этом, так что эти русские мульки и правозащитники для меня не являются абсолютно никакими друзьями. ее интервью, Да, я знаю, я понимаю. Не, ну не важно, как бы, тут как Да, требует- мы как абсолютно человека, ничего. как женщину, Тебе конечно, она больше не этого, заслуживает Ногти? то, что она имела. Ногти, у меня к тебе вопрос один. Извини, что Да, тебя перебиваю. да, Один да. вопрос. Тебе больше 30, не? Мне 16. Да ни хрена тебе не 16, что мы Да. сказали. Да. Серьезно я говорю? Я серьезно говорю. Мне 16 лет. Я Где ты в свои 16, Политковская, ну серьезно? Политковская это женщина всемирно известная, Не, ну, правозащитница. да не знал бы ты о ней, если бы было бы Я 16. серьезно говорю, я же читаю много. Я день и ночь читаю. Вы думаете, когда я не в ТикТоке, чем я занимаюсь? Я читаю. Я занимаюсь чтением. Я люблю читать. Мгм. Обожаю чтение. Не, это Моя прям, работа основная это читать. прям вундеркинд. Вообще-то я читатель. Да. А, Да, серьезно я говорю. ты серьезно говоришь, что тебе 16 лет? Да, я серьезно говорю. Молодец, красавчик. Смотрите, вот у нас сейчас тут в гостях какие-то люди непонятно. Тут какие-то с арабской вязью пришли. Потом без арабской вязи. Вообще арабская вязь, если честно сказать. А меня этого, раздражает. как этого журналиста звали? Этот Бабич. Бабинский. Бабченко. Бабинский. Бабинский, да. Но вы же видели, какая из него все-таки получилась потом срамота. Это все Да. их дерьмо из него вылезло. Ну Они да, все да. такие. Бабицкий, Андрей Бабицкий. Они же вот информируют и показывают тех людей, которые выгодны России, например. Тот же Шамиль Басаев. Почему он у него берет информацию? Он у него лично брал. Бородатый, джихадист, исламист, пропагандист исламского всемирного джихада и Марата. Это выгодно России, поэтому Бабицкий к нему идет. Все, что им нужно, они показывают. Никогда они у меня интервью не возьмут или у другого чеченца. Они нас убьют, потому что им не нужно то, что говорим мы. Им нужны мусульмане. Им нужны рабы-мусульмане в любой форме. Особенно Вот это чеченцы. внизу, вот видишь, Арсенал, если захочет с тобой подружиться, потому что он не любит мусульман, и он слышит, что ты любишь. Ну, Да как дело бы не тоже. в том, что мы любим Не, мусульман. я тебе рассказываю просто. Да, Вот этот да. Арсенал тоже внизу сидит. Если он захочет с тобой подружиться, потому что он тебе расскажет, что он тоже как бы к исламу плохо относится, не дружи с ним, он плохой человек. Не, Тем более. смотри, Лазик, у нас очень четкая позиция. У нас нету никакой вражды с исламом. Мы просто разъясняем, объясняем нашей именно нации, чеченцам, чеченоговорящим, что такое ислам и как его используют. А так мы там не боремся всемирно с этим исламом. Пускай все будут мусульманами. Даже, Лазик, вы можете мусульманам для меня. Я Не абсолютно надо, с вами не буду спасибо, спорить. я Я знаю, вообще говорю, я знаю. буду вам говорить, какая это мирная религия, Лазик. Мне так нравится, когда вы завываете, делаете азан, когда вы подмываетесь и делаете 5 раз молитву, читаете Коран, там такая мирная религия. Но ко мне, пожалуйста, к чеченцу, не лезьте с этим дерьмом. Это ваша секста. И копошитесь в ней, и купайтесь в ней сами. Вот я такого, мы чеченцы, истинные, настоящие. Потому что нам ислам России навязан. Нам это не нужно. Сколько лет мы с этим боремся, сколько веков. Над нами давлеет Россия. Слушайте, Лазик, вот вам давайте поставлю хорошую песню. Если есть здесь англоязычные друзья, тоже послушаем. Мне нравится вообще хорошая музыка просто для души. Смотрите. Давай. Слушаем, потом вы будете говорить. Я эту песню давно знаю, давно слушал. Вот дай Арсенал сказать, вот у тебя новый спикер. Арсенал. Хороший дядечка Арсенал. Приветствую вас, Арсенал. Здравствуй. Говорите, слушаем вас. Давай. Я тебя слышал, по-моему, ты у антитеррора сидел в Телеграме раньше. Возможно, а может быть и нет. Может быть, вы даже и ошиблись. Слушаем вас, Арсенал. Говорите, с чем пришли? С миром или Это вы не меня с миром? поняли. В смысле, ты что обвиняешь, что ли, не понял? Я пришел, вот Лазик что-то Говорите, оставьте Лазика, говорите о насущном. Что вас интересует сейчас на данный момент? Что меня интересует? А я все, в принципе, знаю. Например, что вы знаете? Поделитесь, пожалуйста, знаниями. Я обожаю что-то новое узнавать, познавать. Я не знаю, насколько это для вас новое. Например, то, что ислам и иудаизм это одно и то же для меня. Хорошо.
Да. Поэтому вас Лазик не любит. Вот я сразу понял, да. Все, все. Ни в коем случае. Причем с этим. Не-не, в принципе, я говорю, ну, мы понимаем, о чем мы говорим. Понимаем, все. Я не Мы то, что- обвинили ислам и Не, иудеев но, в одном и дай- том же. но Хорошо. дай скажу, пожалуйста, если ты уже сказал, как бы. Да-да, говорите. Я скажу, я к нему отношусь, я когда вообще в ТикТок только попал, вот он очевидец, свидетель, я не знаю, там, кем он себя там может определить. Но я когда попал в ТикТок, как бы вот как раз к нему в эфир первый раз. Вот это было год назад, да, это Руслан. И все, да, я попал, а там такой, знаешь, сидит интриган такой вот, как он. И вот прям сводит, как бы, знаешь, ну, наводит фитну между евреями, как бы, да, и мусульманами в этот момент. И это был как раз такой самый такой момент, да, вот, когда у нас прям вот, идет такая горячая война, как бы, с Газой, там, с Ливаном и так далее. И он на этом хайп ловил. Ну, не важно, я когда зашел, я сразу тебе говорю, как я тебя назвал? Помнишь, Руслан? Интриган. И все. Это твоя оценочная. А до меня вы любили друг друга, да, мусульмане и евреи? Я причем любили. Это не твое дело, что я там с мусульманами. С мусульманами мы воевали как бы, постоянно, как, причем с одним другом. Ну, а ты на этом хайп словил, как бы, да. И ты вот У вас сидел, 70 лет отсюда. ты сидел, а ты при этом православный христианин, который сидит и как бы не просто как бы, да, не высказывает свое мнение против ислама. Не, подожди, Руслан. Ну, 200 лет назад назови, где вы с Я мусульманами почему я говорю, что ты интриган, ты ненавидя и мусульман, и ненавидя там иудеев, ты сидишь Я это не посередине прячу. такой. Не. На тот момент это такое было. Я помню, как они тебя оскорбляли, как бы. Потом Я не мусульмане тебя жалко, оскорбляли. потому- Потом Да, ты это якобы, да, ну вы евреи же, вот видишь, как я с вами хорошо общаюсь, Не, как бы, да, я не против надо. них, а потом ты против них и так далее. Руслан. Ну, сейчас у тебя эфир упал и так далее. Так ты сейчас бегаешь Эфир туда, упал, попрошайничаешь. Что за ты дебилизм тут несешь? А что у тебя там, Кахьяне остался, и ты? Ну, жидов нету, согласен, потому что неинтересно. Жидов. Ух, ни хрена себе, как ты заговорил, жидов нету. Я от тебя такого никогда не слышал, честно. Жиды никого нет. Ты сейчас подгорел, что ли? Что ты нервничаешь? Никогда не слышал, что ты говорил жиды, честно. Ты только что говорил, что я антисемит. Ну, я сказал, хорошо, да прям такие Нет, выражения говори. от тебя никогда не слышал, честно. У тебя прям подгорело, да? Подгорело то, что я вас Я не ненавижу. знаю, что у тебя это подгорело там. Что-то подгорело у тебя там. Ну, хорошо, я вас ненавижу. Дальше что? Ну, все, хорошо. И дай бог тебе здоровья, живи такой, блядь. Ненавидь. Арсенал, можно вам вопрос задать, Арсенал? Да. Вы сейчас можете в прямом эфире объявить всемирный джихад? Прошу вас, объявите его, пожалуйста. Джихад? Да, хотелось бы услышать это из ваших уст. Не, я не умею объявлять джихад, к сожалению. Просто объявите, скажите, Мехди больше не придет, я за место Махди. Я Мехди всем тоже не объявляю придет, и для всех русский, православный, всемирный, исламский, шариатский джихад. И скажите, только джихад нас спасет. Ни Машиах не Он придет. не скажешь такого. Арсенал, а помнишь, когда вот я зашел? У меня, кстати, была такая ситуация, но я тебе расскажу. Захожу, короче, как-то я после свадьбы, ну, я там отдыхал на свадьбе у родственников, захожу, короче, сюда на стрим, тоже к нему на стрим. Но я только попал в ТикТок, опять же. Захожу, сидят эти конченые антисемиты, я говорю, слышь, ты, говорю, дай мне модеры, говорю, завтра я тебе, говорю, бабки скину. 500 баксов тебе даю, говорю, сейчас ты даешь мне модеры. Ну, вот так вот, как, да, это было. Дайте мне даже 50 бабков, я вам сделаю, я вас сделаю модером, Лазик. Новчик, секундочку, подожди секундочку. Он такой, оба, конечно, говорит, хорошо, говорит. Я, короче, дает мне этот модера, я его в личку скидываю свой номер телефона, я говорю, завтра свяжемся, короче, я тебе кину там 500 баксов. Пишет он мне на следующий день, короче, на следующий день я перехожу, скидываю ему $500. Ну, я за свои слова ответил. Это не то, что я там модеры купил. Мне это так поиграться в один день, как бы, да, было модером. Ну, я говорю, блядь, я не хочу с вами ругаться, буду вас, сука, просто скидывать и так далее. Все, и сколько ты мне попрошайничал после этого, Арсенал? Подожди, стоп, Руслан, подожди.
Ты мне сколько ты мне сообщений кидал? По-братски, $200 срочно надо, пожалуйста. Ну да, я Я говорю, говорил, евро. подожди, помолчи. Я говорю, ты, говорю, слышь, говорю, ты, говорю, не охреневай, говорю, ты, блядь. Я говорю, блядь, я тебе скинул, ну, я зашел в этот день, как бы, да, я за свое слово сдержал. Я поиграл с этими антисемитами, покидал. Я тоже сдержал, я тебе дал. Подожди. Сколько ты мне после этого попрошайничал, бля, просил, чтобы я тебе денег дал? В долг, Я пытался второй раз себя развести на бабки, понимаешь, жида на бабки развести. По-братски. И сколько ты у евреев просил, кроме меня, еще деньги? У жидов? Ни у кого не Ни у кого, кроме меня, ни у кого не просил? Да. Герцог, но он не жид, он нормальный. Да, хорошо, да. Короче, у кого ты попрошайничал, они не жиды, да? Не, герцог нормальный, он не жид. Герцог, он, короче, не жид, да? Ты попрошайничал у герцога, у меня попрошайничал, мы не жиды. Или я не попрощаю. Попрощайте, это вы. Ты попрошайничал. Ту историю попрошайничал. Я говорю, кто ты мне такой? Говорю, я зашел, поигрался. Ну, я сказал вот по пьяни, да, сказанул такое, хорошо. Я пошел на следующий день, как мужик ответил за свои слова и скинул тебе эти $500. Я говорю, хрен с тобой, потому что я в отличие от тебя, я не балабол. Ну, развел лоха, да, что поделать. Я привык, я тебе предложил, ты меня не просил эти деньги. Я зашел к тебе в эфир, я сказал, сейчас даешь мне модера. И что ты в конце сделал, кстати, Арсенал? Ты взял этот аккаунт, ты скинул этот аккаунт, потому что почему? Вот сейчас людям интересно, кому ты что скидывал, вот эти свои... Потому что почему? Арсенал. Потому что почему ты этот аккаунт поменял? Нет, ну а что не интересно? Я сейчас показываю, какая ты попрошайка, как ты я показал, как я вас на бабки развел. Да нихуя ты не развел. Я к тебе пришел, ты продался, я тебя купил. Я в тот день тебя купил, Арсенал. Ну, Мадера, давай еще раз. Нет, я тебя купил. Это говорит о том, что ты аморальный человек, и ты готов продаться. У тебя в тот день, кого я скидывал у тебя с эфира, это сидели твои вот эти вот якобы друзья, которых ты называл друзьями. И ты с ними нормально общался. И они были при этом они были мусульмане. Вот эта прическа европейская, где не по пейсы. И они, подожди. Пейсы можешь отрастить? Успокойся. Давай не переходи на личность, хорошо? Кучерявый. Я понял, что ты сорешь. Давай. Ты 3 часа уже про личность говоришь. Я говорю конкретно тебе, а ты сейчас переходишь на евреев, там кучерявые, прически, песы и так далее. Что это такое? Успокойся. Ты у этих писатых, как ты себе их представляешь, а для тебя жиды, да, вот они писаты и так далее. Я жид. Да. Я тебя купил за $500 сначала, а потом ты к этому жиду писал сообщение. У меня эти сообщения... Подожди, Руслан, подожди секундочку. У меня эти сообщения до сих пор. Я тебе можешь себе татуировку уже сделать. Нет, подожди. Там слово в слово, и как я тебе нахуй посылаю. Не плачь, не раздают жидам, когда они плачут. Я тебе нахуй посылаю. Я тебе тогда четко дал понять. Не плачь, это еврейское. Подожди, Руслан, успокойся. Не истери. Дай договорю, потом ты скажешь. Хорошо? Зачем ты перебиваешь? Диалог. Дайте Лазику сказать, Арсенал. Ну, он же вас просит. Дайте ему сказать. Он сейчас 3 часа будет за эти деньги говорить. Ничего страшного, дайте ему сказать, потом вы скажете. Я тебя купил, а потом ты хотел дальше продаваться. Я сказал, что я не хочу тебя больше покупать. И ты мне что-то там, у тебя модер. Я говорю, пошел ты нахуй со своим модером. Было такое? Я говорю, мне в хуйню, я один раз с тобой поигрался, и хватит. Ну, отдал тебе $500. Я, в отличие от тебя и от твоего кахьяни, хуяни, вот этих мелких антисемитов, я за свои слова отвечаю. Я зашел, я могу тебя купить, я могу твою кахьяни купить, я могу всю твою жену купить, которую просят нас всю эту взять, чтобы ваша нация красивее стала. Не надо, Арсенал, прошу вас, не надо трогать женщин. Это не культурно и некрасиво, недостойно мужчины. Арсенал, успокойся. Цена тебе $500. Они пытаются выходить замуж за разные. Подождите, ну дайте он скажет. Вы спросите его, вы закончили, Лазик, а потом говорите. Сейчас, секундочку, я скажу, что я закончил. Я тебе купил за $500, и то это тебе отдал. А теперь говори. Все, говорите, Арсенал, ваше слово. Я лишь говорю, развел жидов на бабло, вот и все. Хорошо. А можно вопрос, Арсенал?
Вот ваша жизненная кредо это что? Преследовать евреев или чем вы занимаетесь? У вас вы пропагандируете какую-то идеологию, или вы боретесь просто Я против чего-то, или вы защищаете что-то? Вообще, Я какое ваше видение националист. мира? Я националист грузинский. Никого вы не люблю, грузин, кроме окей. Грузии. Да. Гамарджоба. Каумар. Рогу Рахар. Карга Черого. Карга. Матарабела Модис. 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 Матарабела Модис. Слушайте, дорогой грузин, Батону, а чем вам насолили евреи? Вот почему вы их не любите? Мне лично ничем, ну, как бы, смотри, да, насчет ислама я с вами согласен, насчет этих мракобесов, но я не вижу большого отличия вот между террористической исламской идеологией и между террористической иудейской. Просто единственное отличие то, что они вот, да, евреи не навязывают, что примите иудаизм, но если бы вы были их соседями, тогда вам бы не повезло. Вот Я с ними общался очень много. Нет, Они как абсолютно не государство, мешают если у вас никому. была бы. Вот смотрите, если честно сказать, вот возьмем армян, если ты с ними умеешь дружить, они очень преданные друзья. Евреи, они более гибкие, изворотливые, они такие все вот скользкие, но если ты с ними дружишь, ты как бы попал в их друзья, если они ценят тебя как друга, то очень хорошие друзья тоже, верные. Вот евреи, они просто молодцы. Евреи Они разные. просто гениальные люди. Я не могу ничего против них сказать. Мне их религия, они ее не навязывают. Они сами по себе. Им никто не нужен вообще. Они в своем соку варятся. Вот чем они вам насолили? Вот скажите мне честно. Ну, христиан убивают вот в Ливане. Где они убивают христиан? В Ливане. Подождите. Я Ну не это могу смешно, сказать. Арсенал. Ну, Кто христиан убивает есть. христиан в Ливане? Давайте, объясните. Вот монументы, вы Христиан. видели, как христианские монументы они рушат? Да, это Ливан. какой-то солдат, какой-то Нет, идиот. не один, там несколько Там- видео. Подождите, как трактор- хорошо, вы сказали. Давайте, скажите тогда, я потом скажу. Давайте, говорите. Смотрите, там не один солдат, там какое-то подразделение целое. Не только один солдат там что-то, еще и на тракторе сели, там сбивали вот эти памятники. Это, в принципе, это массовое явление. Мы прекрасно знаем, что они ненавидят христиан. Да, то есть в этом ничего секрета такого нету. Я не согласен, что это отдельные какие-то личности. Их идеология, ну, они называют Иисуса незаконно рожденного сына римского солдата. Вот. Это не секрет. А вы это кто? Хорошо. Вы это кто? Давайте, говорите? Лазик, я буду вашим адвокатом. Можно? Давай. Смотрите, вот, Арсенал, вы про какой-то единичный случай рассказываете, где, к тому же, это сами евреи друг друга снимают и сами же сливают. И государство Израиль, вот если взять как государство, они возбудили внутреннюю проверку, какой-то там у них ведется военным командованием уголовное производство. Они этим вопросом заняты. Покажите мне хоть одну страну, которая будет вести во время войны со всеми врагами, которые вокруг Израиля находятся, военную проверку в своих вооруженных силах, которых они, этих солдат, резервистов, молодых, 19-летних, 20 у них нет такого большого жизненного опыта. Я их не обеляю, они виновны, потому что нельзя таким заниматься. Любые монументы нельзя их трогать. Но у них нет вообще мировоззрения, чтобы понять, осознать. Они просто туда их закинули этих резервистов. Он это сделал. Но ведется проверка, и он будет наказан по закону государства Израиль. Хотя он находился на территории другого враждебного государства, Ливан, Южный Ливан, где находится Хезболла, которая финансируется и вооружается и через Ираном, и Россия тоже этим занимается, через Иран. И понимаете, как Израилю противостоять этой массе? Но несмотря на это, у них правовое государство. И вот вы то, что говорите сейчас, вот эта вот пропаганда, что они убивают христиан в Ливане. В Ливане уже нет христиан. Уже практически нет христиан. Они остались там где-то друзы в каких-то горах ливанских, и там на севере чуть христиане, и то под покровительством западных стран. Практически христиан выжили из Ливана. Но дело не вопрос не христиан. Это арабы-мусульмане, которые являются орудием того же Ирана шиитского,
той же Саудовской Аравии, той же Сирии, но сейчас уже там другой режим. И Россия подрывает постоянно государственный суверенитет и стабильность в этом регионе. Почему вы говорите, что они, главное, не являются злом и тем источником того, что там убивали христиан, и что христиане туда выжили. Но вы взяли этого еврейского солдата, молодого, 19-20-летнего резервиста, в принципе, безмозглого, потому что он все-таки молодой, а молодой человек до 25 лет, он все-таки не такой уж развитый. Конечно, они умные бывают, но, в принципе, не все. И вы взяли, вот, евреи убивают христиан. А сами вот эти глубинные процессы, почему вы не поднимаете? Вот вы так поверхностно смотрите на эти вещи? Или вы все-таки, вам не интересно, на самом деле, что там происходит? Я закончил. Я частично согласен, частично не согласен. Знаю я эти глубинные процессы, знаю, я эту тему давно интересовался этим. Хорошо, вы грузин? Просто дайте вам простой вопрос задам. Вы просто ответьте да или нет. Просто. Вы грузин? Да, Вы православный? да. Ваши территории, Южная Осетия, Абхазия, русские, православные, забрали вас? Да. Они вас убивали и убивают? Они наши враги, Россия Да, тоже. я вам скажу сейчас таким же успехом, как вы говорите против евреев, вас убивают ваши русские православные христиане, которые вы принадлежите одной церкви. Они убивают христиан, а вы убиваете христиан. Это разве так происходит? Это вы называете правдой? да, И вы обвиняете евреев в том, что они убивают христиан? Ну, я не могу промолчать. Ну, это же когда- кощунственно Смотри, с вашей стороны. Это дай очень мне цинично, Дай мне нечестно. ответить. Смотри, ты Да, задал вопрос. отвечайте. Смотри, я не могу промолчать, когда мне... Я согласен, то, что вот эти террористы, мусульмане, идеология туда-сюда, Хизбалла, Мамас, Хамас, но я не могу вот этот бред слушать, когда мне говорят, обезглавили 40 детей, зажарили в духовке. Да, вот этого 7 октября были реально преступления, реальные, там расстрелы людей, но когда они сверху добавляют 1000% неправды, и причем такой тупой, дебильной, как можно в это... Без единого доказательства мне присылают видеокадры, где мексиканские картели друг другом разбираются, животы вспаривают. Мужику какому-то живот в Мексике вспаривают, который видео я видел 6 лет назад. И мне говорят, что это Хамас достает ребенка из бедной еврейской женщины. Вот были, да, действительно преступления, но зачем 1000% сверху добавлять? Вот это я не понимаю. Я не могу. Когда закончите, скажите. Да, я не могу вот эту 1000% сверху, когда добавляют. Да, я признаю то, что было. Говори то, что было. Зачем ты вот такую ложь, преступную ложь, да, в принципе, говоришь? Все, я закончу. Да, смотрите. Вы вообще понимаете, что такое ислам? Вообще ислам, что такое, понимаете вы? Да, знаю. Вы вообще встречались с джихадистами, маджахедами, этими убийцами, которые вот конкретно уже стали маджахедами? Вы понимаете, что эта религия обесчеловечивает человека? Это секта одного араба-бедуина. Человек в этой секте превращается в орудие, в машину убийства. У него нет никаких ценностей. Все, что не мыслит как он должен убить. И поверьте мне, голову отрезать. Сейчас осуждаем. Они умеют. Спарывать умеют. И они делают это целенаправленно, цинично, на камеру записывая. Они это делают. Они это делали в Чечне с подачи Русни. Они это делали в Сирии с подачи Русни. Они это делают в Южном Ливане с подачи Ирана и Русни. В Газе, в Сирии, в Йемен хуситы. Все они одинаковые. Они должны убивать. И вы говорите, что евреи врут. Это ложь. Их убивают на самом деле. Евреи просят одного: пожалуйста, дайте нам жить на нашей земле, мы к вам не идем, не лезем. Умоляем вас, оставьте нас жить на нашей земле, исторически очерченной, исторически принадлежащей к евреям земле. И, несмотря на это, их атакуют со всех сторон, и евреи, их государство вынуждено держать эту армию, чтобы защищаться. И из-за того, что постоянные атаки со всех сторон, они вынуждены буферные зоны создавать, оккупировать близлежащие территории арабов для того, чтобы оттуда ракеты «Кассам», на самом деле корнеты российские, в них не запускали.
Вы понимаете, вообще это маленькая территория. Вы вообще, вот вообразите, 100 там, на 50 километров маленькая территория. Куда деваться евреям? Почему все хотят, чтобы евреев не было? Вы услышали то, что я вам ответил, вы совершенно мне другое сказали. Я вам говорю, что такое мусульмане. Они режут людей, они убивают, Я знаю. Но они покажите мне, зомби. У них нет ничего святого. 7 и до 7 октября евреев режут, убивают. Режут, убивают, режут, убивают, обстреливают. Израиль постоянно под обстрелами. Как могут жить люди вечно под обстрелами? У них архитектура зданий, все Хорошо, можно внутренние вопрос? комнаты Вопрос. созданы, чтобы защищаться. Дети должны ходить в школу, больницы функционируют. Вообще себе отдаете отчет? Я Вас согласен, грузит но 5 можно- дней, 5 дней, Россия, 5 дней. Если бы Запад не вмешался бы, они бы вас уже сравняли бы с землей. Вы за 5 дней все позиции сдали, а Израиль там столько лет стоит. Как вы не можете Ну да, хотя бы сколько из-за стоит этого уважать этот помощи, народ? моя бабушка бы тоже стояла. Смотри, можно один вопрос? Смотрю, Вот но я вас не вы вижу, к сказали- сожалению, я вас слушаю. Вы сказали, что все мусульмане такие, да, ислам? Или как? Все. Вот если взять любого мусульманина, 98%. Коран, нету хороших мусульман или плохих, нету доброго, традиционного. 98% Есть один ислам, Коран, слушайте меня, я вам говорю, даю информацию. Когда вам ухо отрежут, тогда вы будете меня вспоминать. Есть Коран, в этом Коране есть ислам, весь, это их священная книга. А я Потом не есть, чтобы защищаю стать ислам. мусульманином, надо по сунне пророка, чтобы попасть в рай. Почему Потому вы что меня если ты не будешь заставляете походить на защищать пророка, ислам? ты Я не не попадешь хочу никогда в рай. защищать. Я вам говорю, что такое ислам. Вы мне даете сказать или нет? Я буду молчать, вы просто будете говорить. И чтобы попасть в рай, ты должен быть, любой мусульманин, ты должен быть, походить на пророка Бедуина из 7 века, Муз Махмада. Муз – это член по-чеченски Махмад. Член Махмад, если честно вам сказать. В переводе, буквально, литературный. И походить на него. А рай там обещан только так называемым избранным, чтобы был там разврат и оргия, сексуальное наслаждение. Там нету места ни родителям, ни сестрам, ни братьям. И вы то, что сейчас мне будете говорить, что мусульмане добрые, что они хорошие, никогда ни один мусульманин не будет быть хорошим, потому что сура аяты говорят, убивайте людей. Сура 9, аят 5. Сура 2, 187. Читайте эту книгу. Вы хотите, чтобы я вам сейчас читал, и вы будете мне доказывать потом мне, человеку, который всю жизнь страдал от русского православного ислама, шариата, арабского джихада, что это мирная религия. Вы будете мне говорить, мне, пострадавшему, который всю свою жизнь страдает от этого, мои предки от этого страдали, и вы будете мне, грузин, мой сосед, говорить мне, кавказец, чеченцу, грузин, чеченцу, что ислам мирная религия. Когда она была мирная, вы нас выдавали России, ваш Саакашвили выдавал чеченцев в России, которые были одурманены этой идеологией России, которые перешли горы, 5 человек, просто взяли и отдали. Не надо говорить, что ислам... Вот с вами всегда эту злую шутку играть, потому что всегда все хотят выгоду свою поискать. Но есть ценности, есть истина, есть правда, есть порядочность. Короче, когда Потом это закончите, все вам скажите, бумерангом я возвращается. Когда нас убивали, в 2008 году напали на Грузию. Вам помогла западная цивилизация. Скажите им спасибо. А сегодня Грузия повернулась задом к западу и идет на восток, к русским, на север. А мы страдаем, и сейчас страдаем, и сегодня мы в изгнании. И вы скажите будете мне Басаеву говорить, что спасибо, ислам мирная Басаеву. религия? Басаеву спасибо скажи за то, что... Ваш нас- Басаев, это ваш Басаев. Ваш Басаев пришел к вам, потому что вы его сделали вместе с Россией. Басаев бандит, террорист, джихадист, убийца, насильник, маньяк. Он ваш. Так же, как и 98% чеченцев мусульмане. Хорошо. Вот видите, вот ваше нутро и вылезло. Очень мало времени было достаточно, чтобы показать, кто вы такой. Мусульмане такие. Да. Ты сам это говоришь. Спасибо, Арсенал. Дорогие чеченцы, слушаем. Наш грузинский друг, сосед с Южного хребта нашего прекрасного Кавказа, такой же, как Саакашвили, такой же, как Шеварднадзе, такой же, вот это как ваш, вот, кто ваш сейчас там президент вообще, этот шнырь, русский олигарх? Берия, помнишь? Берию помнишь? Берия, мудак, да. Кто там еще? Сталин, мудила. И вот это тоже, Бедина Иванишвили, ваш премьер-министр Мудозвон.
Они все не хотят работать, они хотят, чтобы... Они продаются за деньги. Никто не хочет в Грузии работать. Я против Грузии ничего не имею, я их обожаю. Но такие, как вы, люди, портите нацию грузинскую. Вы все во власти, воровская власть у вас вся. Коррупционные системы. Все хотят за русские бабки продать Грузию. Грузины, просыпайтесь. Вот ваши люди пропагандируют вам русский мир. Почему Грузия всегда не развивается и у ног грустнир лежит? Потому что вот они продают вас на всех площадках, за вас голоса, вот грузинских русских патриотов. Я молчу, говорите, Арсенал. Не знаю, я не знаю сейчас, с кем вы говорили, вы сейчас за меня. Я с вами говорил. И в вашем лице с всеми русскими, грузинскими национал-патриотами русского православного мира. Да. Вы предатели грузинской нации и кавказской цивилизации, а также всех кавказцев. Смотрите, вы сейчас... Дайте мне ответ дать. Смотрите, вы сейчас за меня создали какого-то... Замолчи, жид. Вы создали. Ну зачем вы оскорбляете? Вас же не оскорбляли, Арсенал. Зачем вы говорите жид? Вас же никто не оскорбляет. Здесь нормальная цивилизованная беседа. Но это некрасиво. Это не стоит того, понимаете? Это недостойно. Не надо. Зачем еврей? Еврей это тоже оскорбительно. Докче, секунду. Можно я тебе еврея буду назвать? Подожди, Арсенал, подожди. Подожди, дай мне человеку ответить. Не, подожди. У тебя же мысли есть, правильно? Ты так он создал персонажа какого-то грузина, с кем он разговаривал. Арсенал. Я завтра, я вот вышлю всем. Евреи, вышли кому хочешь. Подожди, можешь, я же сказал, татуировку сделать. Арсенал, подожди, видишь, я тебя не оскорбляю, ничего. Как ты унижаешься. Я хочу человеку ответить, еврей, дай мне человеку. Сейчас он даст вам возможность, ну дайте ему сказать. Мы же вас слушали, Арсенал. Ну опять он про переписку сейчас начинает, ну ладно, говори. Не, говори, как ты у меня уже, просил, попрошайничал, давай говори. Смотри, Нохчу, ты сейчас создал какого-то персонажа грузина, который якобы защищает ислам. Начал ему отвечать, хотя я нифига тут не защищал ислам. Вот, ты сам сказал, что все мусульмане вот такие плохие. Раз ты сам так сказал, я тебе сказал, получается, если там 98% чеченцев это мусульмане, по твоей же логике, 98% чеченцев плохие. Это я по твоей логике тебе ответил. Но ты создал какого-то персонажа вместо меня, который якобы защищает ислам, не знаю, там, топит за Россию, и начал ему отвечать. Но это не я, ты не со мной разговаривал. Вот и все. Дорогой Арсенал, а может быть и недорогой, без разницы. Когда Россия после наполеоновских войн начала строить первую, вторую, третью, эти Кавказские линии, четвертую, Азовскую, Майкопскую и другую, Грузия уже была в Российской империи. Завоевана. Кстати, я не говорю, что вы добровольно вошли, потому что я своих грузин, братьев люблю, обожаю. Но вы не тот грузин, к сожалению. Вы не национал-патриот. И ваше руководство продажное, вот эти ваши все князья, бароны всякие, которые русней вот целовали всегда зад и лизали их ошмотья. Вы нас с русскими загоняли в ислам. Вы, ваше руководство, вот эти князья, бароны, вы загоняли нас в ислам, вы не давали нам проход ни на север, ни на юг, ни на запад, ни на восток. К вам через ваших осетинов, которые были вторыми язычники, они провели от Ростова военно-грузинскую так называемую дорогу, разрезали весь Кавказ, перерезали соединение с нашими соседями, кабардинцами, адыгами. Потом вытянули этих осетин. Надо знать историю, дорогой Арсенал. Или недорогой. Вы нас сделали мусульманами, вы нам привозили арабов, и через вашу территорию проходили все арабы. И сегодня вы говорите, когда нас одурманили, когда мы под гнетом, когда мы под оккупацией, когда мы 25 лет сдерживали эту мощную махину, которую нам не надо было сдерживать, понеся такие большие потери человеческие, тогда как Грузия могла строить свое независимое государство, тогда как вы сами за русские деньги лезли к русским туда вот под зад. Потому что мы и вы сегодня имеете наглость на этой общественной площадке говорит, что мусульмане, чеченцы 98%. Ни один чеченец, в принципе, он не знает даже, что такое ислам. Он под гнетом. Сегодня самая зловещая система оккупационная устроена. Тюрьма – это ГУЛАГ под открытым небом.
И вы сегодня имеете наглость обвинять чеченцев, что они мусульмане? А вы же православные. Почему вы православные? Потому что вас русские держат в православии. Чеченцы не могут избавиться ни от этого арабского дерьма, сектантства исламского, ни от русского оккупационно-имперского гнета. А наши соседи в вашем лице, грузины и другие, кто вокруг, восточные соседи и немножко западные, вы нас предаете всегда, и за счет нас выживаете, тогда как Россия нас убивает. И сегодня вы говорите, что мы плохие. Где вы были в 1990-91 годах, когда чеченцев убивали, в 94-м, когда в 99-х наши беженцы переходили? Где было ваше правительство? Где было ваше заявление? Ваш Саакашвили, демократ, выдавал людей России. Ваш Шеварднадзе выдавал России. Правильно выдавал. Вот, спасибо. Скажите правду. Я же за это вас не буду говорить. Просто говорите правду. Покажите свое нутро. Зачем вы тут рассказываете нам сказки? Я хочу, чтобы вы говорили правду. Так же, как Сейчас и я ты вам. ваххабитов, подожди, ты-то ваххабитов. Хорошо, вы не любите чеченцев за то, что они свободолюбивый народ, да? Вы просто скажите, я ненавижу чеченцев за то, что они борются за свою свободу, и все. Вы можете просто это сказать, и все, я вам больше ничего не буду говорить. Так, просто скажите, вам вопрос задаю. Можно вам вопрос задать? Подождите, Арсенал, секундочку. Простой прямой вопрос, и дальше я даже с вами даже дискутировать не буду. Я вам дам слово, говорите все, что хотите. Чеченцев вы ненавидите за то, что они любят свободу и хотят иметь свое независимое суверенное государство? Просто да или нет? Нет. Нет, что нет? Вы их ненавидите, да? Как вы сказали да или нет, я ответил нет. Вы ненавидите чеченцев, да? За то, что... Все понятно с вами честно. Говорите, я вас буду нравится, слушать. Да, говорите. Говорю, да. Я ненавижу тех, которые приехали с вашим исламом во главе с Он Басаевым, ваш ислам, с вашими братьями русскими, вы нам его внедряли с 1800-х, с конца 18 начала 19 века, насильно. Это ваши братья русские, ваши генералы из Грузина, Багратион и другие, Гвишани, все с русскими приходили нас убивать. Почему вы сегодня нам этот ислам втюхиваете и говорите, это ваш ислам? Это ваш ислам? Он ваш. Подожди, Кунта Хаджи вас исламизировал? Ваш кумык. Вы его привезли с русскими. Берса Хаджи, Ташу Хаджи, Кунта Хаджи, Аварец и другие лакции, Ужун Хаджи, Шамиль, Джованни Батиста, все вот эти вот мерзавцы. Через Грузию же приходили. Это грузины привели к вам. Да? Вы же служили верой и правдой российской короне. Русской короне, царю русскому. Вы же на поклон ходили к ним. Не все грузины, я еще раз говорю, не все грузины. Я четко разделяю ваши продажные вот эти вот вельможи и вот эти ваши дворяне так называемые. Продажные, а простой народ грузинский, он страдает из-за вас. Они даже не понимают, в какой матрице они живут там. Говорите, я вас слушаю, Арсенал. Дудаев не продажный, да? Дудаев такой же мерзавец, как и вы. Лжец. А у вас нормального человека можно назвать из чеченской истории? Я, например, я с вами говорю на откровенное кого-то чувство. известного. Дудаев такой же мерзавец, как и вы. Он говорил людям одно демократия, а в чеченском информационном поле, на чеченском языке, он устанавливал законы шариата с подачи Назови Руси. одну историческую чеченскую личность, которую ты уважаешь, вот известного какого-то. Я не должен никого идеализировать. Где-то кто-то хорошо что-то сделал, где-то плохо. Вот, например, возьму того же Дудаева, потому что для вас он герой. Ненавидишь, я уже Подождите, я вам говорю, я же вам отвечаю, мне задали вопрос. Махмуд Эсенбаев, например. Например, вы говорите про Дудаева. Он на русскоязычную публику говорил правильные вещи. Где-то он хорошо действовал. Но вот именно принципиально он нанес вред чеченской нации. Да. А я не идеализирую никого. У нас нету богов там. Один, вот он герой, надо за ним ходить. Все они с грешками, идеальных людей нету. А если так взять, как личности, что, сказать, что да, они были достойны, люди ушли достойно. Вот этот Магомадов, Хасуха Магомадов, один из последних, он был не один там, их было несколько, но самый известный, который дожил до 1670 года. Хасуха Магомадов, Харчо, Зелимхан Хачуроевский. Вот эти народные герои просто. Они защищали свою честь и честь своей нации. Просто они защищали свою честь, смотрите, слушайте, и честь своей нации тем, что просто защищали свою честь. Вот защищая свою честь, они защищали честь своей нации. Они не являются для меня героями, но это пример для подражания. Это единственные люди, на которых можно равняться, в принципе. А героев у нас нету. Я ответил на ваш вопрос? Нет. Если я не ответ на вопрос, хорошо, задавайте дальше ваш вопрос.
Я просто уже не могу понять, вы ненавидите 98% чеченцев сегодня, правильно? Нет, при чем тут чеченцы? Мы говорили сперва о Грузии, о России, о еврейском государстве, об исламе. И теперь вы хотите понять, где 98% чеченцев? Они под оккупацией находятся, я же вам говорю же. Под русской, геноцидной, зловещей, человеконенавистнической, самой изощренной оккупацией, которая может быть на этой планете Земля. Несмотря на то, что Чечня находится еще под оккупацией, нас преследуют по этническому признаку по всему миру, Россия и через международные институты, такие как Интерпол, Европол, другие организации, они создают искусственные дела и преследуют чеченцев, и внедряют нам еще этот ислам. Как вам еще ответить, если вы не хотите слушать правду? Как я могу с вами беседовать? Вы будете мне обратно один и тот же вопрос задать. 98% чеченцев где? Я говорю обратно, под оккупацией. Они же не в Грузии находятся, правильно? Кадыров русский. Он ваш брат, такой же, как и вы. Нет, в нем нету грузинской крови. Да, он такой же, как и вы. Он же грузин. Он же чеченец. Он грузин. А Вот Кадыров вы грузин. Не, вот вы грузин. Кадыров грузин. Не, вы грузин, вы хотите себя назвать грузином, если вы не защищаете национальные грузинские интересы, если вы не защищаете свою страну, если вы не хотите, чтобы ваша страна процветала, если вы не хотите, чтобы она была независимой, суверенной, чтобы к вам могли в любое время прилететь, выехать, заехать, продать у вас что-то, купить, вы не грузин. Я не понимаю, короче, что вы вам русская подстилка. Вы не грузин. Вы занимаетесь русской пропагандой здесь. Вы русская подстилка. Хорошо, да, ладно, хорошо. Скажите, где я являюсь русской подстилкой? Объясните мне, давайте, я слушаю вас. Вот этих евреев ты защищаешь, которые... Я защищаю евреев, потому что я не защищаю просто евреев, я защищаю истину, правду. Я не защищаю евреев. Евреев я не защищаю как евреев, я защищаю их право, экзистенциальное право жить на своей исторической земле. И все, я же не говорю, что я евреев защищаю. Я защищаю правду, а если я защищаю правду, то в этой правде я защищаю евреев. Косвенно. Да? У вас мозги вообще есть, чтобы анализировать то, что вам говорят? Какую правду ты защищаешь, скажи? Ну, евреи имеют право жить на этой планете Земля? Вот вопрос простой вам задаю. На планете Земля, да. Они имеют на своей исторической родине свое государство. А ты мне границы можешь показать четко исторической? Ну, были там Иудея, Самария, еврейские эти царства. Ты же не христиан, ты что, в Библию веришь, что ли? Да нахрен мне эта Библия? Я плевал на эту Библию, на Тору, на Талмуд, на Коран. Вообще, зачем? Я чеченец. Я чеченец. Ваши ближневосточные сказки, семитско-арабские. Мне не интересно. Я занимаюсь истиной. Смотри, ты говоришь... Я чеченец. Я чеченец. Еще раз, чтобы до вашего вот этого слуха дошло. Я повторяю еще раз, чтобы все слышали. Я чеченец. Я чеченец, я чеченец, я чеченец, и ваши сказки все, Талмуд, Коран, Библия, Новый Завет, Ветхий Завет, я ссал на все это, но я всегда буду защищать истину и правду. Может кого-то это задеть, может кого-то не задеть, мне плевать. Евреи имеют право жить на своей исторической территории. Где это земля? правда или нет? Где мне покажешь, где их земля? Но у них свои царства там были. Какие это в Библии написано? До того, как пришли арабы-бедуины, до того, как туда пришла Римская империя, до того, когда туда пришла Византийская империя, до того, когда их египтяне преследовали, они там жили, эти евреи. Где, в Египте? Да хоть где, они вообще с Месопотамии пришли, потом попали в Египет. Да плевать, где они были, но там у них были царства. Неужели вы не понимаете то, что вам говорят? А где это написано, что у них царства были? Самария, Иудея, там было два царства. Потом их вытесняли, оккупировали, преследовали, вынуждены были по всему миру разойтись. Сефарады, ашкеназы. Вообще, вы историю знаете? Лучше тебя знаю 100 раз. А почему, если вы знаете историю, спорить такие банальные вещи вы оспариваете? Дружишь с мозгами, оказывается, не вы оспариваете очень простые банальные вещи. У вас нету интеллекта понять то, что вам говорят. У вас нету того уровня интеллекта, чтобы понять то, что вам говорят. Вы очень примитивный арсенал. Я просто вам как совет даю. Просто вы очень... Пересмотрите ваше видение вещей. Я вас умоляю, будьте человеком. Я слушаю вас. Я адекватный человек.
Не наркоман случайно? Там в Европе на наркотики очень... И грузины тоже любят наркотики. Ну, Может, вы ты тоже сейчас вообще уходите в другую тему. Причем Ну, потому что ты неадекватно себя ведешь. Как ты Дальше себя ведешь? слушаем. Я слушаю. Вам приводил факты Где и ты- аргументировал ты эти мне- факты ты мне исторические. говоришь, Вы можете ты мне мне возразить говоришь. аргументированно на фактах? Аргументирую. Давайте, слушаю Ты вас, мне да. говоришь фразу «исторические Не забывайте, границы». я чеченец. Я Да не хоть мусульманин, таджик, не слушай, для джихадист, меня вы не все одинаковые православный, вот эти. не коранит, не библист, не христианин. Я говорю, с большой чеченской колокольни на все это я клал. Но я за истину. Окей? Ты неадекват- Вы понимаете ты это или нет? неадекватный Я за человек. истину. Если вы мне придете истину, я приму ее. Но, к сожалению, вы рассказываете ложь и пропагандируете ложь. Вот Что в я чем ложного вопрос. сказал? Что я Да, ложного слушай, сказал? говорите. Что я ложного сказал? Говорите, я слушаю вас. Что я ложного сказал? Все, что вы говорите, это ложь. Ну Вы неадекватный лживый, человек. трусливый лжец. Неадекватный человек, я же говорю. Вы трусливый лжец, и вы лжец очень трусливый. Вы не принимаете ни Ну, один почему-то- факт почему-то исторический, ни голос одну ты правду вы не поменял на принимаете. трусливый. Вы Голос просто- ты поменял свой вы звук. просто а лжец. трусливый ты- Я вам говорю, вы лжец, вы трусливый лжец. Где я соврал? Все, что вы говорите, это ложь. Например. Вот вы говорите, что евреи, смотрите, возвращаю обратно, что не имеют права жить на своей территории. Вы говорите, там где были царства, я вам называю. Иудея, Самария, просто так навскидку я говорю, я даже не углубляюсь. Вы говорите, их не было, где они были, как не были, как не были. А Римская империя, что там захватывала? Я такого вообще не говорил. Хорошо, Ты с кем говорите, я вообще- слушаю вас, адекватный говорите. человек? Ты мне говоришь исторические какие-то границы, правильно? Ты сказал, употребил эту фразу. Я тебе сказал, где описаны эти исторические границы. Это описано в всяких История, Торах. любой источник возьмите, просто в любую библиотеку любого нормального заведения, среднего, высшего уровня, там, если есть исторические книги про Ближний Восток и Переднюю Азию, вот от Турции, Византии, там будет упоминаться Израиль, евреи в какой-то форме, в той или иной. Неужели вы не читали историю? Я слушаю Я вас. читал, хананцы имеют право на своей земле жить или нет? Ну, хананцы это же те же евреи вроде бы. Это сами евреи говорят, что хананцы это другой народ, а ты мне говоришь, Да что что это- сейчас детали? Хананцы, неадекватный мананцы, человек. другие, Ты другие. Это все евреи. Ашкеназы, сефарады. Какая разница, кто они? Они Чеченцы евреи. тоже вы тоже евреи, походу. Ну, вот при чем тут чеченцы? Мы говорим о евреях. Вы идиот? Не, скажите, честно, скажите, вы идиот или вы вообще притворяетесь? Неадекватную чушь, бред несешь. Слушай. Не, вы подождите, давайте я вам простой вопрос задам. Ответьте мне просто. Вы идиот? Твой отец, слушай. Вот, все понятно, да. Хорошо. Вот, Мой понятно, отец, всё, до допустим, свидания, он идиот. пошел Я, нахуй допустим, тебя. говорю, послушайте, Арсенал, допустим, я говорю, ушел, все. Вот Лазик, ну куда ты? Лазик, это из-за вас все, да, Не, слушаю ну вас. ты молодец, как адвокат. Конечно, вот если бы ты у меня был раньше адвокатом, может, у меня жизнь поменялась бы. Ну, ты молодец. Так, тут Маюшка просится, но Маюшка я буду сегодня наказывать. Она меня сегодня заткнула. Если тебе 16, Заткнула. то не 10. Дала бы, видимо, руки, да. Маюшку надо доказать. Но я, в отличие от Маюшки, даю всем слов. Маюшку будем поднимать, хорошо. Маюшка, не связывайтесь с исламистами, они вам нож в спину загонят. Так, Лазик, говорите, поднимаем Маюшку. Поднимаем Маюшку. Сказал же. Говорите, Лазик, говорите. Я сказал, поднимаем Маюшку. Вы хотели что-то сказать по поводу Арсенала? Да, такое, Во-первых, да. Арсенала я... Добрый вечер. Арсенала я порву, разорву к чертовой бабушке, так как он сел в Зачем первый раз, дальше? он садит его второй раз. За свое вы Руслан. рвете глотки, а вот вашему Подожди. покорному слуге вы не даете даже просто слово сказать. Даже не то, что сказать, а написать. Маюшка, ну это нехорошо. Из уважения к вам мы молчали и будем Я молчать. отчитываюсь, Но я зачем взрослая. заниматься пропагандой? Я взрослая тетя. Я взрослая тетя. Все, Я могу слушаем. отвечать за каждое свое слово. и за Слушай, нет, каждую- мы вам не претензий не предъявляем. Все, что вы делаете, для нас закон. Секундочку. Мы вам ничего не Я тебя говорим. понимаю. Говорите, давайте по теме Арсенала. Не надо говорить, что это закон. Во-первых, Руслан, я тебя порву на немецкий крест. Первый раз посадила, его второй раз посажу. А кто этот? Арсенал, да, Второе. Руслан его зовут? Да. А он грузин? Потому что у них обычно Руслан Второе. имени нету. Я знаю, кто он, и надо будет посажу и в третий раз. Но он джихадист. По поводу Маюшка, он того... джихадист. секунду, он пидорас.
По поводу... Маюшка, я от вас такого по поводу никогда не слышал. Вы превзошли саму себя, вы превзошли наши ожидания. Браво, браво, Нет, браво. Я буду молчать, слушаю вас. нет, нет, нет. По поводу чеченцев. Чеченцы, нохчи, войнахи выбирают для себя свою дорогу. И никто не вправе им указывать, по какой дороге им идти, какую веру выбирать и что им делать. Они возвращаются к своим корням, и, суки, ни одна зараза не имеет права это говорить. Куда и в какую сторону им повернуться. Это два. Третье. Есть... Я тебя имела, да, goat. Я бы тебе сейчас сказала, но промолчу. Третье. По поводу моего друга. Среди мусульман есть те мусульмане, которые глубоко в религии, которые прочитали и знают прекрасно, что написано в Коране. Есть те, которые родились в религии, но никогда не читали, никогда не делали намаз. Никогда не делали, не знают, что именно написано там. Он один из этих людей. Я ценю его за то, что он говорит правду, за то, что он понимает так, как он понимает. И берегу этого человека только за то, что он говорит правду, и за то, что он говорит: я просто хочу жить, быть хорошим человеком, хочу свою родину, хочу вернуться к себе домой, а он из той семьи, я не могу даже говорить именно из какой семьи он, не имею права, да, которая, в общем-то, могла пойти под нож в первые же дни, просто в первые же дни. И я не хочу его подвергать какой-либо опасности, реально не хочу. Но если бы просто сидеть с этим человеком и разговаривать, и объяснять ему, а не идти на него нахрапом, ты бы добился бы того, чего ты бы добился. Реально бы добился. А с ним надо именно так. И поверь мне, что он предан своей родине, он предан своему народу. И он такой же, точно такой же, как и ты. Но единственное, что он родился в эту религию. И я ценю Невозможно его, быть мусульманином и чеченцем. Я просто не против вас говорю, не против вас, Маюш. Я чтобы все слышали, я говорю, не против вас, не против вас. Я просто официально заявляю, чтобы все знали, чеченец не может быть мусульманином, а мусульманин чеченцем. Но мусульманином может быть любой, а чеченцем никто не может быть так просто зашел и вышел. Так что он не чеченец. Если он мусульманин, и он признает пророка Мухаммада, так называемого, он не чеченец. Я молчу, слушаю. Согласна. Согласна. Иногда, без того, чтобы брать нахрапом, надо взять человека и просто... Можно его забыть, если что, Маюш. Я на вас зла вообще абсолютно не держу. Я абсолютно ни на кого зла не держу. У нас свой путь. Не надо на меня держать. Для самурая важен путь, а не цель. У нас путь. Ну все. Ну, вот. Поэтому, говорите лучше то, что у вас сейчас вот задело именно в арсенале. Вот давайте его обсудим. Мерзавца этого. Подлого мерзавца, который отнимает право у евреев. Заметьте, все люди доброй воли, этот мерзавец отнимает право евреев жить на своей исторической земле. Мерзавец. Мерзкий, омерзительный тип. Давай я тебе спрошу так. Мне по барабану, что он говорит, мне по барабану, что он думает, потому что... Но у него 124 тысячи подписчиков, Маюшка, у него очень большая аудитория. Подожди. Ты знаешь, есть ослы, есть стадо баранов, да, вот которые сбиваются в кучку, да, ты же сам это знаешь, которые сбиваются в кучку, готовы идти за каким-то поводырем, да, лишь бы потому, что не выбиваться из этой стаи, лишь бы находиться вот в этом стаде. Да, не каждое стадо является стадом баранов, там есть и поганые, да, поганые барашки, которые, не стоят куска шерсти. Я не смогу каждого из них переубедить. Не смогу. 124 тысячи для меня одной неподъемная цифра. Но если я поймаю хотя бы одного такого, и я его засажу опять, да, то я его лишу голоса еще на месяц. И я буду рада, потому что один раз я это сделала, я это сделаю в 3-й раз и в 4-й раз. А надо будет к чертовой матери, он вылетит со своей страны. И еще раз хочу сказать, что ни один
Ни одна нация, ни один народ не имеет права говорить другому народу, в какую сторону ему повернуться. Ни один не имеет права. Да хоть будьте вы буддистами, хоть будьте вы, я не знаю кем. Только от того, что вы порядочные и справедливые люди, для меня это достаточно. Да будьте кем хотите, это ваш выбор, это ваша страна, это ваш народ. Мне от этого не холодно, не жарко. Это ваша жизнь, это жизнь вашего народа. Если для меня вы являетесь друзьями, вы будете для меня являться друзьями, даже если вы будете верить в камень или в дерево. Клянусь вам. Все, я закончила. А этого пидораса, если надо будет, я тебя порву к чертовой матери, Руслан. Я знаю каждую твою точку, я знаю, кто ты и где ты. Порву нахрен. Я закончила. Все. Я просто отвечу сейчас этому юзеру. Он говорит, Эпштейна могут только евреи. Кстати, напоминаем, Эпштейн воплотил в жизнь самый наилучший, наивысший рай у арабов, который описан в их книгах. Джаннатан Аль-Фирдаус 8 уровня на этом приватном острове с помощью русских КГБшных, ФСБшных денег. Он сделал все, что делал ваш пророк Мухаммад, но не достиг все равно такого уровня. Ему, конечно, до него далеко, но он сделал все по сути пророка Мухаммада. Он расливал малолетних детей там, как пророк Мухаммад, ваш арабский бедуин, насиловал маленьких жемчужных непробитых мальчиков, привозил мужчин, с ними прелюбодействовал, с травеститами занимался, был активным пассийным верхузадом заднеприводным, и всю вот эту шушеру он привозил. Ваш Эпштейн, он мусульманин. Он жил по сунне пророка Мухаммада. И это все описано в вашей Камасутре Коране. Сура 7.6, аят 19, другие суры, там 4.23, 33.50, 33.38, потом все ваши хадисы, ваши базары пятничные, которые вам обещают рай. И тем, что вы будете мечтать, в вашем Коране написано, вы будете рассекать девственные плевы на винных берегах, мерзавцы, омерзительные мерзавцы. Ни один чеченец, ни один себя, называющий чеченцем, не сможет описать рай своей матери. Чтобы зашел, рассказал, мама, мы мусульмане, я тебе опишу тот рай, который нас ожидает, который нам обещал наш пророк, араб-бедуин Мухаммад. Это просто уму непостижимо. Ни один чеченец не сможет описать рай своим родителям. И это говорит о том, что эта цивилизация, это секста одного араба-бедуина, который он воплотил, в котором воплотил все свои грязные, похотливые, развратные мечты, розовые, влажные, все, что можно. Он сделал все, и маленьких мальчиков, и маленьких детей, и свою друга жену, и свою двоюродную сестру, и усыновленного, неусыновленного, во все тяжкие. Все, что можно и не можно сделать, вообще вообразимое и невообразимое, он воплотил в жизнь. Никто не сможет достичь этого уровня. Самый омерзительный, мерзкий тип на планете Земля, который мог существовать, это ваш пророк, так называемый, ваш арабский бедуин Секстант Мухаммад. Читайте вашу Камасутру Коран, читайте ваши хадисы, читайте ваши шархи на эти хадисы и все ваши исламские труды. И если вы настоящий, нормальный человек, сформировавшийся, вы примете правду, и вы это осознаете, и вы скажете, да, это правда, это невозможно принять. Но если вы лживый мерзкий трус, который боится принять правду, к тому же еще лжет на каждом шагу, тогда, конечно же, вы не примете правду. С вами бесполезно говорить. Вы просто сектант, вы просто лжец и трус. И вы кверху зад заднеприводный. И будете всю свою жизнь жить рабом. Врать, лгать и рабом вы будете. А чеченцы были всегда свободными и всегда любую правду, кем они и славились, даже самую горькую, которая им невыгодна, они ее принимают. Вот чем отличаются чеченцы от других и вообще особенно от мусульман. Все, я как бы даю слово ветеран Ганнибал. Лазик ушел у нас. Лазик уже устал. Ветеран, у вас есть что добавить? Маршал Вайла. Приветствую всех, маршал. Ну, я тоже раньше себя считал мусульманином и гордился, что я мусульманин. Я понял, что я эту религию не знал. Сегодня я себя мусульманином не зову. Магомед, как я могу его считать авторитетом? Педофила авторитетом, грабителя, разбойника, который по ночам нападал на мирные
населения не наживешь. Там какие-то по несколько, 10 домов, 20 домов, там где-то 40 домов. В Песках там не можешь, чтобы там, как сегодня, большие селения, там по несколько тысяч. Там природные условия не позволят. Как-то там жить надо в Песках. Вода нужна. Скотину надо иметь. Надо, чтобы где-то скотина паслась. В Песках, в пустыне Аравии таких возможностей у них не было. Были оазисы, но в оазисах люди работали. А вот эти грабители нападали на тех людей, которые там работали. Отнимали их имущество. Даже в этом они не находили успокоения. Их самих продавали они. Не только отбирая богатство, самих людей продавали. Мужчин-то убивали, конечно, потому что ни один мужчина не отдаст свою семью в рабство, чтобы жену насиловали, сына, дочь там разобрали. Кто-то сына купит, кто-то дочь, кто-то жену. Никто же. Конечно, мужчины защищали свои семьи. Вот этот человек собрал банды. Вот я читал там книгу, помню, этот, забуду я, у него 3 книги, российские, советские, по-моему, он. Арабист, академик. Он пишет все по фактам, где-то вот он послал какое-то селение, 200 человек послал разграбить это. Куда-то там 450 человек послал. Тем более посылал ночью. Или бывало, что посылал утром. Они сами это не скрывают. Типа часть трудоспособного мужского населения пойдет типа на поле работать. В это время половина нападает на тех, кто работает в поле, а вторая половина заходит в населенный пункт и там начинает грабить. Вот такие люди для меня авторитетом быть не могут. Ну, арабы это для них нормально. Это их культура, это их история. Для них он авторитет может быть, потому что для монголов Чингисхан, для узбеков Тамерлан. Хотя Тамерлан столько народу уничтожил, миллионами, десятки миллионов. Узбеков это не волнует. Чеченцев он уничтожал, тоже из чеченцев, чеченских голов строил башни. Узбеков это мало волнует, но чеченцев должно это волновать. Потому что и Тамерлан уничтожал чеченцев. Такие люди для меня быть авторитетом не могут, потому что я чеченец, я не араб. Вот арабам это нормально. У них сегодня тоже в их обычаях, традициях, там жениться 6, 7, 8 лет. Мы видим, там 70-летний женится на 8-летний. Для них это нормально. Но чеченцы себе такого позволить не могут. Мы чеченцы, у нас другая культура. Обычаи, которые нам отцы передавали, мы их должны сохранить и дальше передать. Если не передадим, то значит мы не те чеченцы были, мы плохие чеченцы оказались, не те. Мы не оправдали доверие наших предков. Я все. Чтобы добавить к тому, что сказал ветеран, еще раз повторяю простую формулу для всех чеченоговорящих, не чеченоговорящих, а также всех людей доброй воли. Чеченец не может быть мусульманином, а мусульманин чеченцем. Чеченцем рождается от матери, отца, а мусульманином может стать любой. Любой человек, который идет по улице, ты его схватываешь за руку, ты говоришь, ты хочешь быть мусульманином? Он говорит, да, ты его вводишь в ислам. Только нужно ему сказать, ла илляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах. Он мусульманин. Но чеченцем стать невозможно. Им нужно родиться и с гордостью пронести эту честь быть чеченцем. Это просто как звание быть чеченцем. Это не то, что там высокопарные слова, кому-то что-то доказать, показаться там. Это на самом деле так. Чеченцам нужно всю жизнь бороться, чтобы оставаться чеченцем. Это очень тяжелая ноша. Ежесекундная работа над собой. Быть чеченцем, чеченкой. Сохранять эту культуру, говорить на этом языке, придерживаться этих кодексов, этих морально-нравственных принципов, ценностей. Чеченцем быть не каждому дано. Поэтому, чтобы не быть чеченцем, уходят в ислам, мусульманы, потому что сейчас сегодня легко так быть рабом, кверху задом, заднеприводным. Врать, лгать, продавать, обманывать, убивать, стукачить, подставлять. Но чеченец,
Это высшая материя, на самом деле. Сегодня Это не чеченцам серьезно, я можно вам серьезно родиться. говорю, ответственно заявляю, это не высокопарный слова, на самом деле это просто целый кодекс, целая система ценностей, которой нужно придерживаться, чтобы быть чеченцем. Ветеран, вам слово добавьте, потом я... Чеченцам можно родиться, но оставаться им тяжело. Очень тяжело. Совершенно верно. Многие с этим не справляются. Совершенно верно. Рождаются, но оставаться чеченцем не могут. Не могут они тянуть этот груз. Когда надо тянуть телегу, все стараются сесть в эту телегу, чтобы ее тянул кто-то. Нет. Вот телега, вот чеченский народ, вот телегу. Вот это возьмем так грубо, так, телега. Ее надо тянуть, ее каждый должен тянуть. Но когда некоторые стараются туда сесть, ты, получается, тянешь и телегу, и тех, кто туда на нее сел. Да, ветеран, вы совершенно правы. Я хотел просто добавить несколько слов. Снова повторяю, как говорил ветеран, чеченца быть очень тяжело. Родиться можно, но провести эту ношу до конца своей жизни и оставаться чеченцем очень тяжело. Поэтому, ветеран, я скажу на чеченском. Хусан балкон хеду бяшмон гарбалхун бодик диза. Хокуна саму долши гардвашхиши. Ашдацун хуша хукнары тяни. И слушай. Хада соборде алитал берес хул хават свой вицек. Хацерцани. Вай дабагниш. Вай бяхгина дочь. Бабинаш. Цет яй. Шаш миш качется диз хуш. Миш худичца хуш. Цан харкетам дабала. Цан нисник даколда. Цан хазита. Вай хазан бучерк. واحد بونهر بيش بول ها بحن اشتقوى اشتالرهم اشت اتسويتيران سن اتشق باق انا بوي اشا تابولين بول نوخشي قوم دوا نوخشي ماشرن دوا نوخشي پچالق دوا نوخشي سيلالي دوا نوخشي تسنالي دوا نوخشي بوقون دوا چقوى شوشون هرتك وقلار قاندلار تاما داتسون اتسونا اوشتوشون شي قوم دوا شي مخ دوا شي Табаган ши духа, ши мяудолхум дита-дитан, бяхни, бахам, ар, дахар, валар, висер, оснеqi dila, чах бойлошун вай, дай, зудри, вай наной, вай зудри буйцер, сидия, тяря лейшма бия, тян эгалеш махис, оцар келхар дош лили ношун вай, беш, зудриш сан, вай, вларам бабиш, саа бачу, вай, нохчи хомиха. Зудри, вай, нохчи зудришк мехкашк бовай, ما غيل أتصلي أعمل يقي مغوارت ما دوحكي شي كوارتشتي عربوي بيوغ غالش ميرش خيل شي بقوش لريه شي أزخزيت نوخشي يجري نانو شوك دي خردو ما تعديت واحر قام إش شولي أعمل إش تلياتش شولي أعمل شبولش ناغيك شو ماريدخش إش سانديوزل بيش إش لي أعمل حالقي بو إكيجي ناخ إكيجي ميخكري تاريا ليش بو إش مخلي твоих ногчи коми, лей амалях, лейш махли твоих. Мерш ногчи сила дол камдуи, оцун дуа дуку синош да делешун вай, да баган швай, масу хал да баган чаре. Цун дел цер дуа бяш мобуар бол кунах ца дукум хиечи, цаун кочер дер элбац. Деш сани, кым да ца хар бок дек дуи да диц цен деш сани, хокун коч, герз дачун цен деш их коч. Цун дел дихар душик, шик дихар цани деш камяла дуар, شي نوخشي خمانت يوغدول شي قام دوق دي شي موخ دوق بيس شي дабаган чер си дие. И нохчи قام дает еще дальше. На этом завершаем сегодняшний прямой эфир. И для всех наших слушателей Можно я доброй кое-что воли, добавлю? которые нас слушают, приходят к нам на Я кое-что площадке. добавлю. Да-да, добавляйте пока, да. Я хочу кое-что сказать о нашем народе и о вашем народе. Евреи – это и национальность, и вера. Невозможно оторвать одно от другого. Мы рождаемся евреями, мы живем в нашем народе, в нашей вере, в нашей национальности. Одно от другого невозможно оторвать. Чтобы прийти и пройти гиюр и стать евреем, людей отвергают несколько раз, и они проходят путь очень тяжелый. От 2-3 лет и кончая 70 годами. Это правда. Меня можно проверить. И я только хочу сказать, чтобы вы берегли себя, берегли свои традиции, берегли свой народ. Чтобы вы знали, что невозможно вас сломать, потому что быть чеченцем
да, скорее всего, быть таким же, как и еврей, да, родившись в этой нации и в этой вере, оставаться самими собой. Берегите себя. Спасибо, Маюшка. Для всех людей доброй воли, универсальные ценности. Всех любим, уважаем, ценим. Ни против кого пропаганду не ведем, не боремся. Просто говорим о своем, слушаем других, которые говорят о своем, уважаем все их культуры. И поэтому универсальные ценности, всем добра и любви. И дарим очень прекрасную музыкальную композицию в исполнении Валерия Леонтьева «Я позабыл твое лицо». Песня о высоком. Пожалуйста, прислушайтесь к этим словам, послушайте эту музыку, вникните в текст этих слов. Вы поймете, что это очень важно. Любить и быть любимым. Всем людям доброй и недоброй воли желаем любви и добра. Нохчи хомик, дох маршалду, адикёль, маршаль. What is this, man? Amantu billahi. Så ты их додуло, что? Все, это самое ночь, хажа ночь, шей приветствие, да, я концанер приветствие, лило, ночь приветствие, я это ночь приветствие, я не. Салам дал ей, что? Да, ночь. Валла, билла, дух чого. Да, охлора, да. Ночь дальше, он перевел, да. Далее маршал. Ассаламу алейкум. Да, я не признаю это чеченство, это какой-то бред. За чеченство. Да, хабарде, бусолден, хадале, хулил дур, ночь. Давака. Это вот это из Дамова, совсем ночь. Мы не хотим ни но бусолден, акачи, ночь, хуалар. Вообще, нет, конечно, да. ديال خود موسى ويل خم دو خود ها ذکر خوی شوات ها ناخ چه تن قم نا و شوات ها ناخ چه خون بو معلا ذكر حلال خوي صوتين نقشو ها ذکر ده چرا و شوات سوات سواش موش ديلر بول نارت نار سموش راوديت ده صبر سو ديل واسو الله هو شو ديل اشتبول قرآن سنة يعد بوش بالبرت ميلخت قي هو برت خليت دوخشو قي ميلت مش برتي قويخش بوشو والله تأيوش تخون قرآن يع سنة يعد بوش بالبرت بوي نخشلت يحيي وين خلت يحيي كوكازلت يحيي بوش برت تخون يوشش بات تخت عنده أتبرتخ قرآن سنة يعد بوش بالبرت بوي تخون يوشش بات السياشنا بايغمنا سياشنا صلى الله عليه وسلم تون سحاب شنا سياشنا تابعين شنا تأيشنا تان إحبوش بو إمام شنا تأيشنا خونا تأيش تون ديلا تبرت إما قيقلش تخدونا سو إبار تشينيو قابيه شين إزبيزح خون إتبيشون خود أندوشون أتبرتا قاومة يورو داشوش وين بمكت دميونينس دعيلا وين إنت دالوي يوريش بي دال ديلا شون سدوت ليلا شتك ميتشام ويحيى وتنتي ميتشا عادشو إنسان إنترنت شو كذي راني بوتين اللي يشدرشو إنسان دهم قالن سألي حرمة وحشة هم قال Да, я Алашка, и что теперь? Да, я Алашка. Все, успокоилась, призналась я тебе. Вы? Что теперь, обосраться и не жить, что ли? فوديزك ويلا دول هلك ويلا فوديزك ويلا دول هلك ويلا فوديزك ويلا دول هلك ويلا فوديزك ويلا دول هلك ويلا